Не буду демонстрировать знание абхазского языка сразу на русский. Ну что, друзья, ничего удивительного. Люди, которые сегодня находятся у власти, будучи в оппозиции, они чем занимались, мы хорошо помним. Если кто-то забыл, мы можем напомнить. Они штурмовали главное ведомство страны, которое обеспечивает правопорядок. Они устраивали штурмы правительственных зданий, перекрывали дороги, сжигали покрышки, устраивали беспредел по всей стране. Вы это хорошо должны помнить. Также они закрывали дорогу избранному президенту Хаджимба, перекрывали дорогу, чтобы он не поехал на подписание главного документа о стратегическом и союзническом партнерстве с Российской Федерацией. Друзья, это же было. И мы после этого хотим, чтобы нынешнее руководство ввело Абхазию в светлое будущее. Ничего такого мы не замечаем. Касательно того, что сегодня происходит в отношении Самшитовой рощи, объекта, я хочу сказать, что я тоже солидарен с выступающим. Я сюда не пришел защищать Дмитрия Григорьевича или Алика Самсоновича. Я пришел защищать ветеранов войны, которые... Они не просто ветераны войны. Они до начала войны, они занимались очень непростым делом. Они стояли у истоков национально-освободительной борьбы. Они содержали... молодые, может быть, не помнят. К сожалению, вот это наша история, и молодым надо доводить. Они за свои собственные деньги содержали абхазскую гвардию, вооруженное подразделение, хотя в тот период некоторыми абхазцами, я их абхазцами называю, никак не абхазами, которые были на руководящих должностях, они давали приказы о ликвидации такого подразделения, но они не могли себе такого позволить на пороге войны, они это содержали. На сегодняшний день очень много известно и очень много не сказано про этих людей. Они внесли большой вклад в нашу национальную борьбу, в строительство вообще государства, абхазского государства. И мы должны защищать не Самшитовую рощу и отдельных граждан, мы должны защищать свои собственные интересы. Вот посмотрите, что происходит. Абхазия, все объекты, которые были в аренде, все проданы, кроме Самшитовой рощи. У меня возникает вопрос, может быть, я не прав, может быть, это лишнее, может, это эмоции. Поймите меня правильно. Вот давайте предположим, что вся страна продано, все лучшие земли прибрежные отданы коммерсантам, иностранным коммерсантам, под строительство коммерческих объектов, апартаментов, и так далее. Есть еще компания, которая скупает все и вся, называется абхазским, не знаю, сомнительно, чтобы у этих людей 100 миллиардов рублей как минимум было, чтобы все купить. Вот предположим, что ни один объект в стране, ни одни земли прибрежного, лучших земель, как говорится, не принадлежит нам, гражданам Абхазии. Они принадлежат иностранцам. Не дай бог войны. Вот кто не знает войну, может быть, у него ошибочное мнение, но ветераны войны знают, что такое война. Не дай бог войны еще раз в нашей стране, да вообще во всем мире. В случае войны я хочу спросить у граждан Абхазии, этническим абхазам, что вы будете защищать? Что вы будете защищать, если вам ничего не принадлежит? Ткачево объекты или другие так называемые сетинавские объекты? За что вы будете проливать кровь? За что? За место прописки? За условный герб и флаг? Нет, дорогие друзья, Абхазия принадлежит ее гражданам. Спасибо за то, что выступили.